Здравствуйте, меня зовут Максимов Вадим. Я ученик первого класса. Тема моего доклада — игрушечный самолет с пультом управления. Сейчас в магазине очень много игрушек, в том числе и электрические. Но при помощи взрослого можно сделать игрушку своими руками. Такие игрушки становятся самыми любимыми. Во время сборки новой игрушки можно узнать много интересного, потому что делаешь все своими руками. В прошлом году мы с отцом собрали самолет с электродвигателем, у которого вращается пропеллер. Так я узнал, что такое электродвигатель и как вращается пропеллер. А в этом году я посещаю кружок робототехники. И вместе с Виктором Васильевичем решили сделать самолет с дистанционным управлением. Основой стал самолет, который собрал в прошлом году. Цель работы — изготовление своими руками игрушечного самолета с пультом управления. Что такое дистанционное управление? Это когда человек передает сигнал к объекту управления, если не можно передать сигнал напрямую, если объект движется и находится далеко от человека. Дистанционное управление состоит из микроконтроллера, пульта и моторов. Сначала нарисовали схему самолета. Вот корпус самолета. Впереди стоит мотор пропеллера. В кабине есть микроконтроллер. Вот лампа. Лампа показывает, что микроконтроллер работает. С микроконтроллера выходит провод к антенне, к рулевому мотору, к мотору колес. Микроконтроллер питается батарейками. Еще есть выключатель. Он включает микроконтроллер. Далее нам нужно было найти сломанную машинку, которую можно использовать как запчасти. У меня была сломанная машинка с пультом управления. Разобрали эту машинку до винтиков и внутри обнаружили антенну. Эта антенна принимает сигнал. Микроконтроллер, который отправляет этот сигнал к электромоторам, а электромоторы в свою очередь крутят колеса и провода, идущие к батарейкам. Присоединили электромоторы колесами к дну самолета. Затем, удлинив провода, спрятали микроконтроллер в кабину самолета. Далее подключили провода питания к батарейкам. Таким образом, мы получили самолет с пультом управления. Я сейчас вам покажу итог нашей работы. Таким образом, во-первых, я узнал, как работает дистанционное управление. Во-вторых, по нашей схеме собрали самолет с пультом управления, где мне было интересно сам процесс сборки самолета. В-третьих, я очень рад, что сбылась моя мечта
сделать самолет с пультом управления. В-четвертых, своим примером я доказал, что такую самодельную игрушку, как мой самолет, может сделать любой ребенок. Благодарю за внимание.